Насколько независимо заявление Макрона от остальной европейской элиты? Дело в том, что Макрон в Евросоюзе отвечает за внешнюю политику. Но почему-то он решил заняться внутренней политикой Евросоюза, в том числе и касательно мусульман. Поэтому не совсем понятно, какую позицию он занимает и какая есть договоренность с остальными странами. Но однако мы видим, что другие страны Евросоюза в принципе не поддерживают его позицию. В том числе, если взять ту же Германию, которая занимается внутренней политикой. Как вы полагаете, выход Британии из Евросоюза сыграл свою роль в данном независимом поведении Франции в отношении восточного мира и отношении арабского, мусульманского мира? Я думаю, что, в принципе, выход, скажем так, Британии из Евросоюза не играет никакой роли для того, чтобы Франция почувствовала себя более независимой, потому что, в принципе, Франция довольно же давно является крупным европейским государством, которое пытается как-то играть на мировой арене, то есть как мировой там лидер. Но мы видим, что никак не везет им с руководством, то есть с президентом. И мы видим, что последний президент Макрон, который сегодня является исламофобом, делает жесткие заявления, пытается как-то играть на этом уровне, но мы видим, что у него не получается. Насколько могут быть осложнены взаимоотношения Турции и Франции, если смотреть на происходящее касательно договора 1923 года? Но насколько они могут усугубиться, это сложно сказать. Но, однако, мы видим, что оба страны, население, люди делают разные высказывания. Мы видим, что, в свою очередь, опять же, выпустили карикатуры против Эрдогана. Эрдоган выступил жестко. Мы видим, что происходят беспорядки, то есть Турция не уступает. Но, опять же, мы должны помнить, что Турция все-таки является членом НАТО, как и Франция. И здесь для Турции возможно выход из членства, потому что слишком много заявлений делает и Эрдоган. Мы видим, что он так пытается тоже играть европейскую политику. То есть мы видим, что очень активен в этом поприще. И Макрон тоже не уступает. Данное заявление Эммануэля Макрона насколько нарушает права человека, права мусульман? Давайте вспомним основной лозунг Франции, Французской Республики – это свобода, равенство и братство, который подразумевает, что моя свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека, моя свобода должна быть ограничена там, где я могу нанести вред другому человеку. Соответственно, мы видим, что высказывания и действия Макрона нарушают не только права собственных граждан, это 6 миллионов французов, которые исповедуют ислам, но и нарушает права и оскорбляет мусульман, которые исповедуют ислам, это более 2 миллиардов человек. То есть, соответственно, мы видим, что они декларируют одно, то есть свободу, равенство, братство, права человека, но мы видим, что некоторые более равны, некоторые более свободны и не несут за это никакой ответственности. Как вы считаете, данная проблема касаемо тех либо иных заявлений, либо разрешения на карикатуры пророка Мухаммада, да салам алейхи, оно может разжечь новую религиозную войну? С учетом, что мы живем в очень глобальном мире, где все взаимосвязано, то есть мы сегодня в Европе проживает очень много мусульман, в России проживает много мусульман, в Соединенных Штатах проживает мусульман. Человечество очень погружено, скажем так, в информационную среду. Сегодня мы буквально одно касание можем за секунду узнать, что происходит в другом конце мира. Соответственно, и принятие решений, для которых может привести к какому-то конфликту, как и решение этих проблем, она делается очень молниеносно. Сегодня очень многие страны зависимы, экономически зависимы друг от друга, и мы видим, что любой удар по экономике всегда немножко дает остыть политикам. То есть, если политики принимают решения, по которым страна или государство идет на экономический спад, что происходит? Происходят демонстрации, митинги, человека снимают с должности, проходят новые выборы и выбирают нового президента. То есть это такая новая современная концепция современной мировой политики. Но опять же мы видим, что очень много практически арабских стран объявили бойкот французским
товарам. И, по-моему, был подсчет, что более 105 миллиардов они потеряют даже за этот год, если бойкот будет продолжаться. То есть, соответственно, мы можем делать выводы, что, будучи недальновидным и очень глупым политиком, Макрон сделал заявление, под которым ничего не стоит.